Здравствуйте, уважаемые телезрители. Программа «Мордовский блок новостей. Эхо Мордовии». Летние новости из жизни нашей республики будут комментировать Денис Викторович Бышов, кандидат исторических наук, вузовский преподаватель, создатель и администратор первого паблика «Старый Саранск», организатор культурно-просветительских мероприятий, волонтер благотворительных организаций, в том числе «Поиск 13-й регион». Ирина Владимировна Абдрашитова, кандидат философских наук, творческий человек, поэт, художник, преподаватель. Итак, у нас, как всегда, девиз для нашей программы придумал Петр Николаевич Тултаев зимой. Пока мы будем безучастными, мало что изменится. Мы не безучастны. И вот у нас первая новость. По итогам данных Международного агентства по изучению рака при Всемирной организации здравоохранения за 2018 год Россия заняла второе место после Китая по числу смертей онкологических больных. А 17 июня Минздрав России сообщил, что по итогам 2018 года самое высокое значение распространенности злокачественных новообразований в Курской области, а Мордовия на втором месте. За 2018 год от новообразований умерло 1380 человек. И вот вам вопрос такой первый. Как вам кажется, вот если коротко перечислить, какие главные факторы влияют на то, что мы вот так, Мордовия на втором месте в России, а Россия на втором месте в мире? Как вы считаете? А потом уже подробно пройдемся. Ирина Владимировна, пожалуйста. Факторы не знаю, но мне кажется, у нас в Мордовии размеренный образ жизни, медленный такой. И нам есть время людям обратиться за помощью и узнать, что же у них там, что за новообразование. Так мы на втором месте в конце Мордовии. Да. А в Москве, например, образ жизни не позволяет по врачам ходить, поэтому они просто умирают, не обращаясь к врачам, поэтому статистика такая. Так тогда было бы, в Москве была бы лучше статистика, чем у нас, а в Мордовии, наоборот, хуже. Лучше. А в Мордовии хуже. То есть у нас как бы больше кто заболел раком, потому что они обращаются к врачам и лечатся. Поэтому статистика такая. Поэтому у нас выявляемость... Выявляемость, да. А в Москве, например, просто умирают. А еще что-нибудь? Медленно, тихо. Еще что может быть? Экология. Подтвержденный диагноз, да? Просто. Да. Экология, ну, как и везде в России. Инопланетизм. Так, Денис Викторович, какие Наверное, идеи? верно Ирина Владимировна заметила. Это экологические проблемы, наверное, да? Ну, об экологии, конечно, много говорить можем, да? Это вот, наверное, климат. Наверное, сейчас большой озабоченность, это, наверное, климат, да, у нас это вызывает. Ну, водные стоки. Ну, практически, наверное, вода у нас не очень хорошая. Наверное, устаревшие очистные сооружения. Потому что на самом деле... Это вернемся еще что? Наверное, знаете, у зубами проблем практически у каждого второго, да, поэтому... Из-за воды? Да, из-за воды, скорее всего, связано с водой. А еще что? Но, ну, понятно, да, загрязненность и так далее. Но, наверное, знаете, еще, здесь, наверное, еще остался генетический шлейф. Дело в том, что у нас очень много, допустим, в Саранске было работающих заводов, которые работали в военной промышленности. Да? И все эти заводы, по сути, в принципе, они сейчас уже не работают, но ведь много наших родителей, да, бабушек, дедушек, которые работают на вредном производстве, и практически вот это вот наследие осталось. Это правда, мы к этому тоже попозже вернемся. Да, еще попозже. что? Ну, наверное, еще, знаете что, еще, наверное, это связано с тем, что у нас еще определенная зажатость. Ведь вот даже обратитесь к психосоматике. Почему у нас возникает раковые заболевания? Это определенная зажатость. Мы не говорим о своих проблемах. То есть, понимаете, у нас принято испокон веков, что русский человек, испокон веков, да, возьмите даже вот Россию, за каждое любое слово нас могли, условно говоря, ну, все что угодно сделать. Как, понимаете, и то же самое в Саранске, в Мордовии. То есть, как получается так, что не то, что лишнего не скажешь, да, а как бы мы сами в себе. Вот, понимаете, вот мы только приходим домой, садимся на кухню, разговариваем с друзьями, и больше ничего. То есть, понимаете, вот какая-то эмоциональная зажатость, потому что мы не можем выкрутиться. Нет какой-то не медицинский критерий, я говорю, а именно психологический критерий, понимаете, связан с психосоматикой. Медицинский это уже другое, да, а вот именно психологически, что мы не можем ничего сказать. Мы пришли домой, да, мы не можем выговориться, мы сидим сами собой, да, и сами все себе, поэтому все проблемы создают вот эти новообразования. Еще, знаете, нужно организовать режим труда и отдыха. Понимаете, сидячий образ жизни, он ни к чему хорошему не придет. Это, конечно, прекрасно, что есть семья, да, но круг семьи всего 2, 3, 4 человека.
нужно уметь людям куда-то воодушевляться. Нужно людям вступать в волонтерские объединения, чтобы они куда-то выходили на улицу. Понимаете, именно режим труда и отдыха, понимаете, он благотворно влияет на организм человека, а не просто сидячий образ жизни. Пришел с работы, сел, лег на диван. Ну, можно на выходные съездить на дачу, картошку покопать, но вот именно такой образ жизни, как бы, знаете, он не совсем правильно формирует. А вот именно правильное формирование труда, спорта, сходил в бассейн. Вот именно в этом, наверное, наш состояние как бы... А дело в том, что у нас сидячий образ жизни, как бы, знаете, вот какая-то ограниченность вот немного, да? А Вот. в других регионах тогда почему? Они не такие закомплексованные, как бы. Ну, у нас все равно какая-то, мне кажется, вот общая, наверное, зажатость какая-то, да. Вот. Ну, даже вот элементарно, возьмем Самару, возьмем с Москвы, возьмем с Нижнего. Там люди более открыты, какие есть, а у нас какие-то, знаете, вот они сами все в себе. Вот. Может, злые еще? Может быть. Недаром про Мордовию говорят, это, наверное, спокон веков, что у нас очень много здесь колдуньи, да, вот именно вот то, что у нас свой край, особая аура и так далее, и так далее, и так далее. Вот, наверное, вот с этой точки зрения можно еще посчитать. Но медицинский критерий, конечно, я не буду говорить, это уже, наверное, мнение экспертов больше, скорее всего. Итак, Кто вот в сфере. перевел. Значит, очень важна для того, чтобы статистика, чтобы принимать правильные организационные решения для того, чтобы уменьшать число раковых больных, решать эту проблему, помогать онкобольным. Вообще, статистика раковых заболеваний в нашей стране началась только в 1953 году, потому что Сталин умер, а пока он был живой, он считал, что онкология – это выдуманное заболевание, буржуазное, и статистику этого выдуманного заболевания вести нельзя было. И вот смотрите, 19 июля Столица СС опубликовала данные, что прокуратура выявила почти 4,5 тысячи правонарушений сотрудников МВД, связанных с искажением сведений, в том числе статистики, фальсификации. И вот, оказывается, российская официальная медицинская статистика тоже сильно фальсифицируется. Вот послушайте, около 10% ежегодно умирающих от злокачественных новообразований не состоят на учете. Поэтому получается, что у нас в мире смеются над российской статистикой, что у нас число умерших в некоторых регионах превышает число стоящих на учете. Дальше. Растет смертность от неустановленных причин. В России на неустановленные, неопределенные такие, невыявленные причины, формально так в кавычках, в 8 раз больше, чем в ЕС. Потому что у нас хотят занизить статистику по раковым заболеваниям, по сердечно-сосудистым, и пишут на неустановленные причины, чтобы получать премии в больнице. Из-за того, что постоянно якобы снижается число онкобольных и сердечников. Дальше. Завышается выявление рака на ранних стадиях. У нас эксперты говорят, что 30-35%, а везде, во всех регионах говорят, что 50, 58, 55%. Фальсификация статистики. Дальше. Не учитываются умершие в ноябре-декабре. Во всем в Европе 2-3 года подытоживаются данные, тщательно прорабатываются, а нас за 3 недели, к концу января уже нужно дать данные за прошедший год. Поэтому неряшливо все оформляется. Бывает часто с потолка, чтобы улучшить статистику. Дальше сообщается, вот смертность от старости в России в 2 раза выше, чем в Европе ставят. Хотя у нас смертность, люди раньше умирают, чем в Европе. Но для того, чтобы уменьшить статистику по раковым заболеваниям, в частности, списывают на умер от старости. А потому что умерших от старости только 5,5% вскрытия. И поэтому занижается выявление раковых заболеваний. Дальше, извините, вот что это очень важно, я считаю. Потом, у нас закрыты для 22 регионов данные к базам данным умерших. И поэтому получается, что уже с 2011 года накопился около 1 миллиона умерших пациентов, которые формально пишут, что они еще не умерли, потому что база данных умерших закрыта, поэтому неправильно считается выживаемость и контингенты больных. И вот, по поводу статистики, последние вещи. Дальше я вас спрошу, насколько важно вот это все-таки решить проблему этой фальсификации. До 90-го года в Советском Союзе число онкобольных росло ежегодно. А после 90-го года сразу начало падать. Почему? Частная медицина, импорт западных лекарств, западной техники. И вот особенно в статистике видно, когда в Израиль из Советского Союза уехало 1 миллион евреев, наконец-то они их выпустили. И в Израиле сразу за 2 года на 10% выросла смертность. Это говорит о том, как плохо обстояло дело с медициной в Советском Союзе. Хотя мы всегда врем, что у нас Советский Союз самая лучшая медицина была. Пожалуйста. Ну, непонятно тогда вообще, о чем говорить, если статистика врет, на что опираться, на какие факты. Ну, вообще то, что Мордовия на 2-м месте по раковым заболеваниям, просто грустно, растерянность какая-то.
уехать. То, что ты сейчас озвучил по поводу статистики, непонятно тогда. О чем вы стереотип, если неправда. Да, мы даже Данные базы для сравнения нет, получается. Не знаем, чему доверять. Там на втором месте, может, мы там на 15-м месте, на самом деле, с конца. Просто у других регионов вообще там данные с потолка 15-м берут. как-то абстрактно. На втором, там, хоть как, наверное, все-таки фальсифицирую или нет, все равно это уже страшно. А известный факт, может, мне я скажу, вы, может, не скажете. Это же известно, что по, допустим, фальсификациях на выборах Мордовия лидирует. Поэтому вряд ли стоит говорить, что медицинская статистика в Мордовии настолько уж честная. То есть полная путаница, в общем, не знаю, чему верить. Спасите нас, Денис Викторович, разрешите. Ну, я, конечно, не спасу, я просто скажу свою точку зрения. Естественно, конечно, сейчас многие медицинские работники закона и работники образования жалуются, что сейчас огромное количество у них бумаг, что их нужно постоянно оформлять, за ними постоянно следит прокуратура. Но, тем не менее, наверное, можно отметить, что все-таки некоторые работники, они применяют больше формальный подход, знаете, вот формальный подход вообще к бумагам, да? Вот даже в любое учреждение зайдешь, ну, не то что в любое, но бывает, что в России зайдешь, да? Бывает, что вот отчетность мы сделали, да? А душ-то не вкладывает в свою работу, я не говорю. Вот отчетность есть, бумаги есть, все хорошо, начальство нас не ругает, премию получу, а дома меня ждут жена, дети, телевизор, сериал и интернет, да, и вот и все. Дети не кормят, понимаете, не нужно так относиться к жизни, не нужно жить только ради семьи, нужно жить все-таки ради людей, понимаете, на самом деле. И думать о своей работе, переживать и так далее. Что касается медицинских работников... Какие красивые слова. Да, что касается медицинских... Сразу видно не зажатый человек. Да нет, ну, по-всякому бывает. Что касается медицинских работников, да, ну, как один выступал патологоанатом, у нас, конечно, черный юмор, выступал тоже по телевизору, как недавно слышал, да, только по приемку, он говорит, при вскрытии я делаю вывод, что не половина, но многих наших врачей привлечь нужно к ответственности, потому что, по большому счету, иногда некоторые диагнозы ставят порой с потолка. Ну, конечно, понятно, ставят, да, но, к сожалению, минус еще некоторых врачей, они просто снимают симптоматику, да, болезнь она остается. Ну, вот пришел к кому человеку, у меня что-то болит, ну, все, я тебе дам лекарства, дам обезболивающее, сниму симптомы, а болезнь остается. Вот именно вот еще на основании этого, еще, понимаете, очень много слишком формальности. И на самом деле все-таки медицинский работник, он должен как бы относиться, понимаю, конечно, очень много бумаг, да, но как бы должен относиться не просто снять симптоматику, он должен все-таки лечить человека. И еще вот проблема нашей медицины, еще какая, мне один тоже медицинский работник сказал, что на самом деле нас только умеет учить, а вот научить здорово жить человека, вот медицина наша почему-то не научит. Не нужно лечить, а нужно просто исходя из этих принципов, здоровье населения и так далее. Вот, смотрите, из-за того, что у нас среди умирающих от старости, от неустановленных причин, их скрывают мало, из-за этого уменьшается статистика выявленных заболеваний и причин смерти. Но вот я сам по себе, вот если... Мне страшно, чтобы у меня такой личный вопрос. А вы боитесь ли, чтобы вас после смерти вскрыли, допустим, для выяснения причин смерти? Для того, чтобы для медицины... Нет, Владимир, ну скажите, у нас два здания судебной медицины в Саранске, да, ну подробности не буду говорить. Одно находится в Новосенко, одно находится в республиканской больнице. Насколько я знаю, кто помоложе возрастом, их везут... Чего ж такие мрачные вопросы говорю? Везут в Новосенко. А те, кто в годах от старости, их, насколько я знаю, вскрывают при судебной медицине, ну, как называется, условно говоря, морг, который находится в республиканской больнице. Понимаете, это условно, это поэтому... А вы-то оба что? Согласны, что после вашей смерти, причины вашей смерти устанавливали в том числе и вскрытие? Вскрытие не имеет к нам никакого отношения. Нет? Мы об этом просто не думали. Потому что, когда вскрытие есть, нас уже нет. Поэтому ничего страшного. Да, имеется в виду? Ну, тут, понимаете, Владимир... Но все равно обидно, что вот так вот нас... Ну, вот... Я к чему? Что это нам нужно преодолеть в себе вот эти, наверное, предрассудки. Если это для медицины, для других современников это важно, чтобы всех скрывали после смерти, наверное, каждому из нас надо вот в себе это побороть и дать согласие на будущее, допустим. У вас фобия, да, такая, что вас скроют?
Ну, это по Гоголь была, что сути... заживо за король, Нет, во что нет. вскроет. Ну, Нет, наверное, знаете- я, в принципе, готов. Нет, вы знаете, Владимир, кто как Но относится? сомневаюсь. У меня много друзей, ну, у меня есть друзья, мне медики, да, вот наши медики. Они так нормально к этому относятся, что, может быть, пока мы, может быть, сейчас относимся мало с опаской, со временем, может быть, мы будем проще к этому относиться со временем. Итак, мы сейчас поговорили о вскрытии, и мы готовы похвалить власть. Сейчас следующая новость посвящена будет этому. Вот поддержите меня. Можно я перебью еще? Да, договорились. А вот насчет пенсионного возраста, да, действительно, Он когда при чем вот здесь? приезжаешь в Москву, в Санкт-Петербург, ну почему все туристы из Швейцарии, из Германии, из Великобритании, почему они все лица пенсионного возраста? А у нас получается так, что, как у нас говорят, ну мы заработаем деньги, а на пенсии поживем. Какая пенсия? На пенсии уже вообще ничего не хочется, да? Вот получается так, что... Прячутся по квартирам, они Да, эти уже пожилые не, люди. не хочется выходить. И Досуга нет на улице какой, для может них. быть, И привычки нет. Дороги Да, раздолбаны, и куда мы поедем? ходить опасно ну, по у нас улицам. дороги вроде хорошие пока, вроде в Во Саратове. дворах ужасные дороги. Вроде хорошие. Вот, в этом плане, наверное. Я переезжаю к вам во двор. Да, ведь у нас тоже не лучше дороги, а может быть хорошие. Для кого-то хорошие. Нет, конечно, если люди пожилые, им трудно ходить по улицам. Асфальт должен быть просто идеальный. Нет, ну вот еще знаете, что хочу сказать, Владимир? У И нас тротуар. почему-то еще, вот у нас вроде стоят вот эти вот, знаете, вот люди в пожилом возрасте, да, многие из них плохо ходят. Но у нас стоят везде пандусы, но неплохо было бы, чтобы в каждом доме, в каждом подъезде было специальное как бы сооружение, какое-то сооружение, где могли спокойно сниматься люди преклонного возраста, пожилого. Да? У нас получается так, что у нас только в магазинах поставили вот здесь, а вот в жилых домах этого нет. То есть получается так, что как бы им сложно спускаться. Может, из-за возраста они могут, ну, как бы тоже. А вы как считаете, Ирина Владимировна, как у нас город инвалидам, пожилым людям? Потихоньку обустраиваются, пандусы делают. Ну потихоньку, да, Пандусы. Некоторые очень улучшается. крутые, Но ведь в свете даже не светишь. Но ведь в жилых домах-то ведь Потихоньку. нет в жилых домах-то Я в пандусов. некоторых знаю, что делают. Если инвалид живет в доме, то он обращается и В общем, делает. надо продолжать. Вот мы уже начали хвалить, и я сейчас еще похвалю. Водные объекты. Итак, значит, 6 июня был массовая гибель рыбы в Саранке, сопровождалась запахом. Убедили Саранск горводоканал, что это они, хотя они отказывались, из-за прорыва канализационного коллектора. Потом, это Саранск горводоканал, на них жалобы по поводу ржавой воды, тысячи горожан, молодцы. Тоже Роспотребнадзор подал в суд на горводоканал из-за того, что они в добровольном порядке не захотели устранять выявленные нарушения. Это последней каплей уволили руководителя, и Петр Николаевич назначил своего зама, назначил руководить Юрия Николаевича Шохина. Дальше Петр Николаевич поручил реку Саранка за, как бы сказать, испорченной водой расчистить от водорослей, погибшей рыбы, запустить новых мальков, обновить воду. Кроме того, около полусотни частных домов канализационные стоки сливали в Саранку. Тоже Петр Николаевич сказал, чтобы забетонировать. Тоже вроде бы это все исполнено. Дальше тоже похвалим. В начале июня были опубликованы данные около водоем Тепличный, тоже мы с вами обсуждали. Там в водоеме умерла рыба. И действительно выяснилось, что пестициды туда попали, пробы обнаружили как раз от Тепличного. Они после того, как обрабатывали земли, туда и отравили рыбу. Дальше было на поминках не погибли, слава богу, отравились люди кишечной палочкой. Арбитражный суд осудил птицефабрику «Октябрьская». В 2 магазинах действительно обнаружили кишечную палочку. Там в поселке Комсомольском, Чамзинский район, и в Саранске, на улице Косарева, дом 41. Фирменный магазин, тоже кишечную палочку обнаружили. Бахмустов Сергей Борисович, кревет, сказал, что в советское время Саранка вообще зимой не замерзала, потому что там вся таблица Менделеева. И последнее, до 2024 года обещают расчистить 320-километровую часть реки Мокши. А в поселке Чамзинка начнется строительство водозабора номер 2. Вот, как вы считаете, состояние водных объектов, качество воды может влиять на онкозаболевания в Мордовии? И похвалите, если вы считаете, что это достойно. Похвалы. Конечно, влияет, как же не влияет. Боюсь, вообще все твои новости следующие будут о влиянии на онкозаболевания. Да, у нас все это посвящена программа. Хорошо, что там кого-то уволили, это всегда приятно слышать, что какое-то начальство увольняет. В кавычках, да, это на самом деле? На самом деле приятно. Кажется, что что-то изменится. по делам, два в лучшую больших. сторону. Подставляет он руководство его меняет, чтобы новый руководитель не дискредитировал.
руководства города. Тем более, когда приезжают сборные из других стран. Ну, что касается нашей ну, конечно, это радует, да, что у нас вот везде на пруду, где пруд юго-западный пруд, да, где лесное озеро, поставили таблички, что купание запрещено. Тем не менее, почему-то там люди купаются до сих пор, и там до сих пор работают спасатели, тем не менее, да, вот. Ну, то есть на всех городских пляжах у нас поставили эти таблички, да, что купание запрещено. Ну, конечно, что касается нашей Мордовии, да, соглашусь насчет Саранки, соглашусь насчет Инсара. Вообще Инсар, речка Инсар, она у нас была самой загрязненной речкой вообще в Европе еще лет 15 назад. Но сейчас ее вроде расчистили, да, футбол, она вроде стала более чистая. Но тем не менее, конечно, вы знаете, вот оставляет наше озеро, речки, оставляет желать лучшего. А несколько дней назад несколько десятков человек во главе с Евгением Шевчковым ходили на Саранку и убирались от всяких мусора. И фотоотчет уже есть в интернете, кто хочет посмотреть. Ну да, ну знаете, на самом деле, конечно, здесь много факторов, но вот что касается наших озер и рек, ну, знаете, на самом деле тут много очень факторов. Но не нужно, конечно, винить это влияние человека, что он якобы антропогенно влияет. Это могут быть другие какие-то, допустим, ну, другие какие-то могут влияния. Может быть, не обязательно человек, может быть, и что-то другое может загрязнять. Допустим, природные какие-то. Либо, допустим, пример привести вулкан, да? Вулкан, когда взрывается, ну, конечно, не у нас вулкана, он тоже много загрязнений приносит. Не обязательно, что человек. Поэтому здесь факторов много, почему у нас озер могут загрязнить. Ну, можно привести пример даже вот Москву-реку. В Москве-реке у них есть рыба, мне кажется, у них с рыбой очень проблемы, да, и тоже загрязнена, по большому счету, река-то. Она тоже находится в центре столицы, да. Ну, то же самое и про реку Саранку, можно сказать, и про Инсар, она тоже в Москве находится в центральном месте, по большому счету. А то, что не влияет, конечно, безусловно. Вот смотрите, теперь у нас по поводу лекарств. Тоже важный фактор. 22 июня в Краснослободской аптеке сотрудники прокуратуры выявили нарушение температурного режима хранения лекарств. 26 июня в Дубенской больнице тоже прокуратура района выявила грубейшие нарушения при организации обеспечения льготных категорий граждан лекарственными препаратами. Как вы считаете, насколько у нас онкобольные в Мордовии, ну, естественно, мы, наверное, не знаем, но, как вам предполагаете, обеспечены лекарствами и является ли это еще до сих пор проблемой у нас в республике, вот эта обеспеченность? Если бы обеспечен был, не было бы нарушений, скорее всего. Почему-то пессимистичный взгляд на это. Чем больше будут лекарства поставлять и кондиционеры нормально устанавливать, тогда и нарушений не будет. То есть это не частный человек, не личный человеческий фактор, да, а какой-то социальный, такому уровню. Ну, знаете, вот насчет медицины, конечно, да, вот насчет лекарств, насчет, естественно, конечно, приходится некоторым пенсионерам, да, ну или те, кто заболел, кто как раз страдает этой болезнью, да, естественно, конечно, приходится покупать лекарства, ну, за свои деньги, причем за такие большие суммы, потому что некоторых лекарств, как правило, у нас быть не может, да, по большому счету. Ну, потому что в государственных аптеках иногда не вовремя поставляются все лекарства. Ну, хотя, вы знаете, это тоже, в принципе, вот, откуда вы знаете, допустим, у всех организм разный, да? Кому-то лекарство поможет, кому-то не поможет. Понимаете, на самом деле вот, лечение, здесь все зависит не только от мастерства медицинского работника, но и от организма. И поэтому, может быть, лекарство это поставляется на общем основании, но не факт, что может быть там лекарство будет в другом месте, понимаете? Это тоже, по большому счету, тоже нужно знать, какое лекарство кому подходит в этом плане. Наверное, невозможно обеспеченность вообще лекарством для каждого человека. Да, потому что у всех здоровье разное, да еще и ведь, по большому счету, ведь много зависит от медицинского работника. Ведь он, понимаете, он должен поставить правильный диагноз. И медицинские работники, по большому счету, иногда могут ошибаться. Они должны точно поставить диагноз, от чего, какое нужно лекарство. Это тоже большую роль играет. Сейчас я вам расскажу, пойдемте туда. Пойдемте, я отшумлю. Вот, я расскажу вам... А видео идет, да? Идет видео. Вот я на фоне вот этого. Смотрите, у нас было в 2013 году в Москве чемпионат мира. И там
мордовские бегуны Анисия Кердяпкина, Елена Вашманова заняли призовые места. И вот в июне этого года Парижский уголовный суд начал разбирательство по делу о коррупции в отношении экс-президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Обвиняют его в том, что он из коррупционных мотивов скрывал положительный допинг-пробы российских спортсменов. Дальше. В феврале 2014 года была зимняя Олимпиада в Сочи. Через 2 года началось сомнение по поводу честности российских крови там и анализов. И в январе 2016 года руководитель антидопингового центра российского и его заместитель сбежали в Соединенные Штаты. Весной они дали признательные показания, что они уничтожили 1500 проб или скрыли их, и в которых якобы содержалась информация о том, что там допинг находится. И весной они дали показания, потому что 3-14 февраля, за 2 недельки, было отравлено 2 руководителя российского антидопингового агентства. Якобы они умерли своей смертью, но у многих возникло стойкое впечатление, что лишь чтобы они лишнего не наговорили, они как-то вот за 2 недели отравились. Ответственные лица, председатель исполнительного совета и бывший исполнительный директор. И вот, чтобы не ожидала такая же судьба Родченкова, он заместителям дал показания признательно и теперь скрывается там, как свидетель. И вот смотрите, 15 июня этого года заместитель генерального директора РУСАДА, уже новый зам, Маргарита Андреевна Пахноцкая, она сообщила в интервью телеканалу Матч ТВ, что весной прошлого года, международные эксперты требовали, чтобы мордовские спортсмены, в том числе, выходили на связь и давали анализы, чтобы можно было проверить, есть ли у них допинг. И вот этот зам гендиректора РУСАДА звонила в Мордовию и сообщала, что выходите в холл, чтобы могли вас проверить. И вот она рассказывает. Центр олимпийской подготовки Мордовии. И она рассказывает, что после этого мне позвонил бывший министр спорта Мордовии Киреев и прямым текстом сказал: «Ты что, не помнишь, как закончили предыдущие руководители РУСАДА?» И вот у меня такой вопрос к вам в связи с этим, что если у нас, получается, в реальности разрешено использовать запрещенные медикаменты для того, чтобы развлекать население России, что мы якобы самые лучшие спортсмены, если у нас разрешено использовать запрещенные химические вещества для того, чтобы травить бывших руководителей, не бывших руководителей разных государственных учреждений, для того, чтобы они не проболтались, то почему у нас ежегодно десятки тысяч людей в стране кричат от боли, потому что обезболивающие не обезболивают их невыносимую боль во время 4-х стадий ракового заболевания. Даже стукнул от возмущения камеру. Если ежегодно сотни людей онкобольных кончают собой, там даже генералы МВД, генералы армии вешаются, стреляются, потому что не могут выносить эту ужасную боль, потому что разрешенные обезболивающие в России, они не покрывают, не купируют всю боль. А те, которые могут решить эту проблему, они у нас подпадают под закон о наркотиках, о запрещенных западных препаратах. Может, нам не стоит притворяться, что мы такие вот белые пушистые, а разрешить в медицинских целях обезболивать десятки тысяч российских онкобольных. Как вы считаете? Глобальный вопрос вообще. И очень серьезно. И весь большой спорт, большая фальсификация, весь сам спорт. И основывается на том, что где-то разрешено, где-то запрещено, на основе показателей фальсификации данных анализов тоже не стоит, наверное. Потому что там какие препараты разрешены, а какие запрещены, непонятно на каких основаниях, может быть, чисто на экономических. Пусть у них тоже фальсифицируется, но они-то своим онкобольным разрешают использовать любые обезболивающие. Любые разрешают? Не любые, конечно, есть тяжелые совсем наркотики, но все равно выше если уровень генералы доступности. Стреляются, явно им все доступно, и морфий, и все, все равно стреляются. Ну это же генералы МВД, армии, может быть, у них нет доступа. Да ясно. Ну, видишь, Так какой они, вопрос мы сейчас они объясняют сможем причину своего самоубийства именно невыносимыми болями. Значит, все-таки недостаток в этом есть даже для них. Просто ни одно лекарство не спасет от боли. А
Если спасет от боли душевной, начнется. Может, А если физически. есть такие лекарства, которые могут спасти, вы, Ирина Владимировна, за то, чтобы в медицинских целях их разрешить, потому что человек уже при смерти, нечего его спасать там от наркотиков и так далее, ему нужно сейчас вот решить проблему боли. Как вы считаете? Есть какие-то факторы, какие-то основания, на основе которых запрещены эти лекарства. Мы же их не знаем, эти факторы. Я думаю, прежде всего ханжеские, что мы заботимся о здоровье. Я думаю, прежде всего вот этот фактор, лицемерие, я думаю. А вам кажется, какие еще факторы? Ну, ты сказал лицемерие, может лицемерие? Но вы считаете, что нужно все-таки идти к тому, чтобы расширять диапазон обезболивающих? Скорее всего, к этому идет. Вы поддерживаете? Ну тогда да, поддерживаю. Ничего, что я напрашиваюсь. Убедил. Насчет Убедил, обезболивающих, ну я скажу тоже пару слов. Ирина Владимировна все хорошо рассказала, ответила. Я скажу, что на самом деле, опять же, я уже говорил в начале нашей беседы, слишком у нас у многих товарищей формальный подход к своему делу. Пока кто-то не напишет, пока кто-то не поругается, пока кто-то петицию не подпишет, и мы никаких там действий не предпримем, понимаете? На самом деле, как бы здесь должна быть огромная разработка, здесь должно быть научное мышление. Ну, сами посудите, сейчас у нас в какое положение поставлена у нас наука, да? Наука. То есть, понимаете, на самом деле здесь должны разработки быть какие-то определенные, а не просто, вот, на самом деле, как бы, знаете, вот, разработки, чтобы влиять как-то вот на влияние, чтобы внедрить как бы эти обезболивающие, как они могут влиять на человека, и какую форму по большому счету что-то иметь. То есть не просто административный ресурс взять и разрешить, а все-таки, как бы, знаете, больше такой научный подход имеете, как бы вот, и все факты можно просчитать. И для судебного протокола хочу оговориться, что мы все не призываем нарушать закон о распространении наркотиков, а все в рамках закона на уровне вот, общего и научного прогресса, и экспертного обсуждения, что нужно идти к тому, чтобы вот уходить от этих ханжеских предрассудков и спасать умирающих людей от боли. Нет, ну понимаете, что дело, Владимир, лекарства постоянно меняются, даже возьмем антидепрессанты любые, да. Кому-то это пойдет, кому-то он не пойдет. Наука По не назначению стоит на врача, месте. конечно. По назначению. И врач не всегда может правильно, не то что правильно, назначить тот препарат, который подает именно конкретно какому-либо человеку. И то, что касается даже вот обезболивающих средств, понимаете, да, он поможет, но, понимаете, здесь больше нужно уже знать какой, допустим, понимаете, какой организм у человека. И все-таки, наверное, знаете, все-таки повторюсь, наверное. Мне приходилось в том году поехать в Сибирь, да. Я общался с настоящим шаманом. Конечно, много я про эзотерику поговорю, да. Но на самом деле, как мне один сказал шаман, да, наши врачи, они не чувствуют пациента многие. Они просто относятся, чтобы прописать какое-либо лекарство, не служат логику. А ведь чтобы понять пациенту, что ему нужно понять интуитивно, прочувствовать его энергетически. А не просто, допустим, назначить лекарство и работать с помощью там, не знаю, средств, влияющих на организм. Это неправильно, понимаете? То есть здесь у врача должно все работать. И бумажки писать. Невозможно бумажки писать, и Да, интуитивно логично. чувствовать. Да, бумажки должна быть другая служба, другой заниматься этим. Тут рядышком сидеть, записывать. Да. А здесь должен быть не просто вот формальный подход, допустим, лечить медикаментозом, да, но это немного неправильно. Нужно, понимаешь, нужно понимать, видеть симптомы, не только все симптоматики, но на все факты нужно обращать внимание, по большому счету. А у нас медики почему-то у нас как бы вот, ну, понятно, да, причинно-следственная связь. Никакой, вы знаете, вот как бы нужно чувствовать, уметь чувствовать пациента, что он хочет. Вот в этом плане. Следующий фактор – это обеспеченность врачами и вот медицинскими учреждениями. 14 июня Владимир Дмитриевич Волков сообщил, что к 2021 году построят новое здание поликлиники онкодиспансера. Кроме того, переоснастят уже действующий комплекс онкодиспансера и создадут 4 первичных центра амбулаторной онкологической помощи. По данным Минздрава, Мордовия, оказывается, в Приволжском федеральном округе по итогам 2018 года на первом месте по обеспеченности врачами. Опережает это Татарстан и другие. Станция скорой помощи у нас вот есть в Саранске. Коллектив 485 человек, 32 бригады, 39 санитарных автомобилей. Как вот вы оцениваете по поводу обеспеченности врачами в Мордовии и, как сказать, медицинские учреждения соответствуют ли мировому уровню? Не является ли это вот эти вещи факторами повышения онкозаболеваемости у нас в Мордовии?
Скорая помощь быстро приходит, как-то мы вызывали, Да, быстро всё, очень да. приходит. Ничего, ничего Молодцы, против не видимо, скажу. обеспечены. Хорошо. А врачи внутри больниц? Ну, мы их упоминали сейчас. Конечно, не вы спорю, говорили, да. в очередь нужно долго записываться. За 2 недели к некоторым врачам, за неделю, за месяц. Когда началась вот оптимизация, ну, порой не попадешь. И не факт, что в платный тоже могут адекватно помочь. Не всегда. Потому что, как правило, из государственных лечебных учреждений они потом во второй половине дня идут в платную клинику. Да, и поэтому вот из-за того, что недостаток, приходится очень долго ждать по времени. Какой-то несчастный снимок вы должны ждать, там, чтобы пойти здесь ЭКГ, снимок, вы должны ждать месяц. Да, вот порой А оборудование у нас в Мордовии медицинское, как вы считаете, по рассказам? Неплохое, наверное. А второе место в России? Вот республиканская по онкозаболеваниям. больница, больница, оборудование очень хорошее, новое. И, по сути, ничего, наверное, просто не скажу. А насчет А относительно от других регионов это оборудование? Хорошее это оно новое, но относительно других не слышали? не можем Как что без сказать, сравнения. да. Вот все равно вот я хочу сказать про республиканскую больницу, которая находилась вот Новосенко, знаете, да, старая. Вот все равно, вот когда перенесли в новое место республиканское, это, конечно, понимаю, там все усовершенствовано. А вот, знаете, все равно прошлась, а вот когда вот разрушили это здание, прошла какая-то вот душевность. Все равно то здание было более душевное, более свое. И, может быть, там и врачи могли больше почувствовать, наверное, пациента, наверное, как бы более какой-то такой, знаете, какой-то такой семейный даже больше вот, медицинское учреждение. А что касается вот, вы сказали, Владимир, насчет врачей, на самом деле у нас врачей, ну вот я вчера ходил, смотрел, вчера, кстати, был фестиваль, если вы не знаете, да, фестиваль, вы знаете, как он называется, не помню, как называется, в Левже, поселке Левже, как он назывался? Не знаю. Курганя, по-моему, да. И там сидели, я просто скажу, там сидели, скучали ребята, которые предлагали работу. И вы знаете, что я посмотрел, везде требуется врач. Вот. Хотя наш медицинский факультет самый, наверное, из всех факультетов, наверное, самый объемный, наверное, да, из всех. Он, наверное, практически самый огромный, и практически студентов у нас на нем учится самое большое количество. Но почему-то куда не едут, в Москве почему-то там тоже нет, как такого наших врачей. В участковый тоже никто не хочет идти работать. Почему-то там все участковые лица иностранцы. А вот почему-то куда наши врачи деваются, непонятно. Куда они вот работать. Дальше. Мне кажется, граждане должны предлагать своих кандидатов на должность руководителя того министерства, работу которых, им кажется, можно было бы улучшить. Вот я предлагаю новую кандидатуру министра здравоохранения, а вы потом мне скажите, ну, знаете ли вы этого человека, может, какие-то добрые слова, или в целом, может, у вас какие-то свои есть кандидатуры, или вообще как вы относитесь к тому, что холопы имеют право предлагать своих кандидатов на такие высокие посты. Вот есть такой человек, мне кажется, через десятилетия мы будем называть его именем города, учреждения, улицы. Он создатель самой многочисленной научной школы за всю историю Мордовии. Наш современник. Около 200 докторов наук и кандидатов медицинских наук. Это Алексей Петрович Власов, председатель Республиканского научно-практического общества хирургов Мордовии, заведующий кафедрой факультетской хирургии в мединституте, доктор медицинских наук, врач-хирург высшей категории, один из лучших хирургов Мордовии. Вот, как вы считаете? Ну, пусть хирургией занимается, мне так кажется, а не административными обязанностями. И при том министр здравоохранения, мне кажется, как любой министр, должен быть молодой человек, а не пожилой. И амбициозный. Ну, хотя у Власова энергии тоже хватает. Он тоже такой товарищ энергичный. Наверное. Я его не знаю. А молодой Даже не это от знаю. какого возраста? От 35 до 40. А Ну, потом уже нет, хоть нет до же 70. никакого опыта у такого человека. Что значит нет опыта? Он же отвечает за всю систему здравоохранения вот в миллионном регионе. И мы ему даем возможность ошибаться на вот наших жизнях, Не получается. знаю, мне кажется, молодое поколение 21 века здесь не совсем опыт важен, хотя опыт тоже важен. А какой-то кругозор широкий. У номенклатуры советской был большой опыт, а толку, мне кажется, не было. Ну, что Ну, касается тоже вот, разумно. насчет твоей кандидатуры, вот Да. Власов, зовут его имя, Алексей Петрович. Алексея Петровича, я знаю этого.
и знаю, как преподаватель его знаю, и знаю, как хирурга. Я помню, когда у меня был аппендицит 15 лет назад, но не он мне делал, но под его наблюдением. То есть я с ним хорошо знаком, как специалист он очень действительно сильный, потом квалифицированный, то есть он знает свою работу, его очень любят студенты. Я знаю, я даже общался с многими студентами медицинского факультета, осторожно, с медицинским факультетом, многие хотят идти к нему, говорят, я пойду к Власову, то есть студенты очень его любят, у него превосходное чувство юмора, да? Он хорошо знает физиологию, поэтому, ну, понимаете, вот что касается работы с министром, значит, что министр это больше, в основном, по правилу, Владимир заметил, это в основном административная работа сама по себе, да, и по большому счету не будет времени просто ходить на операции, просто как бы он может потерять свою квалификацию, но по большому счету Власов это очень действительно, мне как человек он нравится, и как специалист он очень ценный. С нынешним министром здравоохранения, зовут его Маркин, да, Олег, очень, к сожалению, я не помню как у него, да, я тоже с ним знаком, ну, не тоже знаком, если не знаком, просто я... Он тоже хирург, Да. тоже отлучается на операции. То есть и Власову И тоже что, будут что? разрешать делать У меня в операции. жизни были 2 операции. Это аппендицит под руководством Власова. И вторая была операция, не помню какая. Не помню, что со мной делали. Вы были под наркозом. Да, был под наркозом, но тоже зав. Отделением был Олег Маркин, нынешний министр здравоохранения. И о Власове, и о Маркине скажу только хорошее. Маркин, он молодой, он энергичный. Ему, насколько я знаю, всего 42 или 43 года, да? Он всегда отличался своей энергичностью, он всегда был в работе, он знал, то есть он свою работу знал, как бы, он знал свою работу, насколько я знаю, он всегда работал вместе с Катковым, вместе в паре, да, как бы, который ушел из жизни, да. Кстати, тоже от онкозаболевания, насколько я знаю, ушел. Главврач третьей горбольницы. Вот. А сам Маркин, как бы, ну, на самом деле, конечно, специалист он очень хороший, но то, что он работает министром здравоохранения, он реже, мне кажется, выезжает на операции, как правило, да, и как бы на самом деле, ну, не мне решать, но мне нравится и та кандидатура, вот и та кандидатура. И, в принципе, Маркин, он более энергичный сам по себе, да, и Власов, и, в принципе, обоих я поддержу. И того, и та достойная кандидатура. Маркин, он более энергичный, он знает свою работу, он как бы на самом деле как бы, разбирается. Как врач он хороший. На несколько секунд прервемся. Конец первой части.